Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ответил на письмо Народного антикризисного управления по ситуации с выделением режиму Лукашенко специальных прав заимствования, СДР, назовем их ценные бумаги, со стороны Международного валютного фонда. Приводим самое важное из ответа. Мы получили заверение, что Европейский Союз не допустит обмена ценных бумаг на евро ни в одном центральном банке стран Европейского Союза. Цитата. «Белорусские власти не имеют права конвертировать свои СДР, то бишь ценные бумаги, в евро в рамках механизма добровольной конвертации в любом центральном банке европейского государства или Европейском центральном банке». Основанием для блокировки такого обмена выступает тот факт, что это будет являться нарушением санкций Европейского Союза. Но еще более интересной является ссылка на пункт 16 резолюции Европарламента от 7 октября, которая призывает государства-члены координировать свои действия с МВФ, чтобы ограничить выделение средств режиму Лукашенко и заморозить любое сотрудничество с ним. То есть в данном вопросе рекомендательный характер резолюции Европарламента стал прямым руководством к действию для Европейской комиссии, а значит есть все основания полагать, что и другие пункты резолюции могут сработать по тому же принципу. Например, пункт 1 о непризнании Лукашенко президентом. Тем временем мы продолжаем работу по полному блокированию для режима СДР счета Беларуси в МВФ, на который именно Международный валютный фонд, как нам известно, перечислил $1 миллиард США. И ожидаем аналогичного ЕС подхода со стороны Соединенных Штатов Америки. Напомним, что в исполнительном указе Байдена 9 августа этого года был обозначен финансовый сектор Беларуси как один из секторов, против которых могут вводиться американские санкции. А в декабре ожидается принятие пакета вторичных санкций США. В случае, если в санкционный список попадут Нацбанк и Минфин Беларуси, то любая попытка третьей стороны обменять белорусские СДР, ценные бумаги, на валюту станет основанием для попадания под действие вторичных санкций США. Но не будем загадывать наперед.